браны ханса чайра ацакыз маусу ажлар бзир бота хабры дре айфшраква нрова избанакзар уртроп издырва зеги хабха ахазбшу иқало узко маншала ка маншала ранша айцат Атгизыхани мадзазам Чимчира район Аханге Ава Девира Пашацу Ава Девира Па Яхагият Симлаза Арихайхама Тагыла Заша коронавирус Ядухала Хон Яхаяха Яд Симлоза Ядхазум Ахагеуси Казарги район Ахата Насабхака Яхин Захал Шуала Тагыла Заша Харши يخن زحفتو أغنخر رجابخي حقو يحدو أولك عجل رجابخي حقو أولك بартко на Хализар Ипш Абас Ипши Хайвы. Разрешите представить вашему вниманию отчет о социально-экономическом положении в Ачамчирском районе. Прежде чем озвучить вопросы социально-экономического состояния, хотелось бы остановиться на исполнении бюджета Ачамчирского района по состоянию на 1 сентября 2020 года. Доходная часть бюджета Чемчирского района выполнена на 79,5%. При ожидаемом поступлении доходов на сумму 79 миллионов 439,3 тысячи рублей в бюджет района поступило 63 миллиона 116,9 тысяч рублей, что на 16 миллионов 322,4 тысячи рублей меньше ожидаемого. Из 10 бюджетообразующих видов доходов на 100 и выше процентов составил один вид дохода – налог на прибыль предприятий и организаций. При плане 23 миллиона 866 тысяч рублей поступило 29 миллионов 249,9 тысяч рублей. Основными бюджетообразующими предприятиями являются рыболовецкие предприятия. То, что касается расходов, остаток на начало года в сумме 3 миллиона 591,9 тысяч рублей. Доходы в сумме 63 миллиона 116,9 тысяч рублей. Дотации из республиканского бюджета в сумме 70 миллионов 273,4 тысячи рублей были направлены на расходы бюджетной сферы Чемчирского района по состоянию на 1 сентября 2020 года. В том числе на национальную экономику было направлено 1 269,2 тысячи рублей. Учитывая убыточность городских перевозок, бесплатный провоз школьников, госслужащих с целью компенсации части затрат АТК на организацию движения городского транспорта было выделено 128,6 тысяч рублей. На образование района направлено 82 миллиона 306 тысяч рублей. В том числе заработная плата 79 миллионов 557,4 тысячи рублей. На культуру, искусство и СМИ района направили 9 миллионов 604,6 тысячи рублей. В том числе на заработную плату 9 миллионов 142,8 тысяч рублей. На здравоохранение направили 11 миллионов 186 тысяч рублей, в том числе на заработную плату 10 миллионов 305 тысяч рублей. На физическую культуру, спорт и молодежную политику направили 821,7 тысяч рублей. На жилищно-коммунальные службы было направлено 3 миллиона 529,5 тысяч рублей, в том числе на МУП водоканал администрации Чемчирского района было выделено 934,9 тысяч рублей на оплату работ по устранению утечек в водопроводной сети, очистке канализационных колодцев в городе Чемчир, а также на содержание и охрану объектов зоны строгой охраняемости. На МУП спецавтохозяйства администрации Чемчирского района было направлено 1 574,8 тысяч рублей на оплату работ по уборке улиц и вывозу твердых бытовых отходов в городе Ачамчира. На МУП «Зеленое хозяйство» администрации Чемчирского района было выделено 1 019,8 тысяч рублей на оплату работ по санитарному содержанию парков, скверов и улиц в городе Ачамчира. На общегосударственные вопросы направлено 16 085,7 тысяч рублей, в том числе из средств резервного фонда главы администрации Чемчирского района было выделено 530
7 тысяч рублей. По состоянию на сегодняшний день было выплачено из бюджета Чемчирского района заработная плата работникам бюджетной сферы в сумме 122 миллиона 922,8 тысяч рублей. Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство страны за оказанную помощь в финансировании проекта заработной платы. В том числе была выплачена надбавка в сумме 10 миллионов 336 тысяч рублей. У нас задолженности по выплате заработной платы в районе работникам бюджетной сферы не имеется. Также хотелось бы отметить, нет задолженностей по городским коммунальным службам, с которыми вы заключали договора по уборке мусора и вывоза твердых бытовых отходов, по устранению утечек в водопроводной сети и канализации, также по благоустроительным работам в Чемчирском районе. Бюджетник Цурчак хавал дабасик шахайвы, хахайгиуси казарги района канала Дейрака Дарадзе и Ирацов, убртава Дейрака Ирееву по коммуникации, как халахяпана, при причине процента процент износ румов угар пекон за их опах яцана тут хлебнёвка пах канализация по хайвней ходула по барт аус рудула водопроводная система газчо хоть зак отодила зашиба абсхана его хара смета и харфет 1 909 ракон за экспертизы геохоси акадука где на суграхе кабинет министра Ваканзаги инейхет Чемчира дз насосная станция Хамазан. Мукун при самотекло дзым, а калаки заге при самотекло дзышро, а бассейн яха дзым на колодзым. Обасик шикалар ралшот, хавай яха калаки анинхо, дзид инхаравит уатра. Обуде асмета тагла заша шаховшин джерахлопша казыжу хаку гугавы. Ава дайрек аракалаки ана мацара абдзым я захинджер гибу баха арякала кераха специфика аппарат пересуба ливневка по канализация арт загизига бифайбамс клипанухаз аварийный отзывняла убранза иней аварийный отзывняла из что мышкпи усура ливневка рыцкера хаблага она вы рыцкер зазуха на спецтехнику утаху дешакутаху арендала яугар вот яуха арендала яугар и юсвы Аблеуски Ахмадзбар без спецтехника Гана Хала Брахарах района она Хазавтадор Яту Грейдер Затрахаму Ваха Канзараги. Ну, я ханзал, что псуха кама ника зараблеус хазуфит зберцазуха нахшуха экскаватор гадам зарги харахафет замужу на миллион перепсо псуха ханзану я раджа организация кама ника зарги брахи истахун козхиз мурфа сдухан яхаштар лиги табубха شحبه كتن خامي أن يا حرخ ويا درخ وحوا عجل جكريا درخ ما كربجة درخ ما أتخذ نبالكو حريونا أن أوعى أن حرن خيشة بلا ريونا أن يحتن نسبت واحد عقيني شراتش بيخي يحضروا إذا دار زيش زهنا شوف بالو هروز ريش برحمن أقدر رعوز أكي زهنا أتخذ متصرف زم يش زهنا أو ديرك سبيه بريتو زبيه كتا حلقو وين تتر سجانا حال ويربن وترتخ يا ولخ يربن زعلقي أكير وديرنا بي проблема أن خوي دخلت خزاق بيه هنتكار جانا حالة سكرارك حضرتها دش проблема جهزرت ولا قد بيه كتا نبزم يخنز تربت وزارة صدرم يخاف بخ تل إزلاشك بخ بكتا أبيالا شارة تقول زاشة يرافع شراخ شو ويجروب على شراخ شدوم يحتفظن ويسمع لذي حيث يحتفظ أخوجت زلابة بصحاوي تبرتماين كير فرقانون يسكشني زحاوي يسكشنا حرايون لقنا بسنا أو أقولنا نزل بتشور الرجالة على شراخ عشرة يا خاي تصير بتسنا السدرم يزخلو يري يخلوم يخمتوم يزخكاز على يزخكاز على يخال شراخ ناتشا بتوا يبخر كلوت سلزبارة يمرحندز كسكزوم ويزبانو ويزباشا وعقو أخبريوس يأتب يخن زالشو أتب يكسب بيزبانزا يحاي حدزنرخ حرقاتم خزا حرالا شارع ودويلة قص يسناجي حمو يرسونا проблема فحزشورца حالشو
Мы находимся в условиях кризиса. Кризис будет усугубляться какое-то время. Я от вас требую, чтобы вы мне говорили правду. Соответственно, вы тоже можете требовать от меня, чтобы я вам говорил правду. Экономическая ситуация на каком-то этапе будет только ухудшаться. И это будет иметь непосредственное отношение к вот этой пандемии. Вы знаете, мы страна туристическая, наша страна была закрыта. Единственная мера, которая была предпринята, закрыли границу, и сразу очень многое стало понятно. Вот одна единственная мера, и мы стали более четко понимать свои возможности. Подушки безопасности в нашей стране нет, отложенных денег нет. Мы эти деньги не накопили. Я не хочу ни на кого кивать, называть чьи-либо имена. Вот такое хозяйство сегодня мы приняли. Несколько цифр хочу вам озвучить, для того, чтобы эта картина для вас была более четкой. Если, я неоднократно говорил, и сейчас вам скажу, у нас политический цикл – это от выборов к выборам. Я, как глава государства, должен вас проинформировать о состоянии экономики, макроэкономические показатели, и сравнить их с тем, что было, например, 5 лет тому назад или 6 лет тому назад, когда у нас были выборы в 2014 году. Так вот, если 9895 рублей была заработная плата на конец 2014 года, это было $260. Сегодня заработная плата на конец 2019 года 10 935 или $168. Рост заработной платы составил за 5 лет 11%, а инфляция составила 38%. Если величина среднемесячного прожиточного минимума на одного человека была 5069 рублей в 2014 году, то по итогам 2019 года это 6979 рублей, то есть 38%. Это минимальный набор продуктов питания, который необходим человеку, чтобы физически выжить. Вот такая у нас картина. То есть мы не выросли, мы за последние 5 лет не стали жить богаче и лучше. Наши доходы сократились в целом на жителя на 30%. Чтобы вы понимали, количество рабочих мест у нас было на начало 2015 года 42 тысячи. По итогам 2019 года тоже цифра 42 тысячи. За первое полугодие 2020 года количество рабочих мест сократилось на 3 тысячи. И сегодня у нас работает 38 тысяч человек всего. Это за первое полугодие, за январь по 1 июля. И эта тенденция будет, к сожалению, сохраняться. Вот такая вот картина. Что из этого следует? Из этого следует, что правительство будет предпринимать антикризисные меры. Вот председатель городского собрания районного выступал и говорил, какие меры в пожарном порядке, в срочном порядке мы должны предпринять, чтобы как-то помочь сельчанам. Представитель экономического блока, первый вице-премьер Джопо здесь, министр экономики, вице-премьер Кристина Озган в этой аудитории. Уважаемые коллеги, мы должны в ближайшие 2 недели предпринять меры, направленные на то, чтобы перевалка цитрусовых через государственную границу, стоимость этой услуги сократилась существенным образом. В прошлом году это было около 12-13 рублей, сегодня это должно быть существенное сокращение. От того, как вы выполните эту задачу, будет зависеть ваш авторитет и то, как к правительству в целом будут относиться. Можете принять это как поручение. Вчера я это озвучил. В ближайшие 2 недели вы мне проинформируете об этом. Эта задача должна быть решена в обязательном порядке. Чтобы вы понимали, перевалка цитрусовых через государственную границу – это услуга, которая имеет отношение российские власти. У них есть ввозной НДС. Он составляет 20%.
Если правительство установит цену на мандарины хотя бы 20 рублей за килограмм, как минимум 4 рубля уже надо будет, чтобы уплатили. Плюс сертификаты, плюс фитосанитарные требования. Но все это будет серьезным образом уменьшено. Но обязательно платежи в любом случае на границе с Российской Федерацией сохранятся. Что же касается на границе по реке Ингур, это меры, которые мы можем принять в одностороннем порядке. Ну, с учетом того, что эта граница закрыта. Поэтому на этом этапе, как пакет антикризисных мер, правительство будет заниматься решением этих вопросов. И ситуация будет оптимальным образом реализована. Я вам это гарантирую должностями, которые занимают высокие руководители в экономическом блоке. Они за это будут отвечать своими должностями. И я знаю, что они эту задачу решат. Я в этом абсолютно убежден. Дальше. Грядущая проблема – это электроснабжение нашего населения. Ну, тут я не услышал цифры, какое количество долгов за нашим населением за потребление электроэнергии. Думаю, что их большое количество. Мои дорогие друзья, 40 копеек за киловатт-часов – это немного. И эти 40 копеек мы не платим. Но куда это годится? За сотовый телефон платим? Платим. За проезд на транспорте платим? Платим. Не заплатишь – не проедешь. Не заплатишь – не позвонишь. А за свет не платим. Плюс проблема, которая, а мы ее называем проблемой, это вот проблема, связана с производством майнинга. Ну, коллеги, вы же люди образованные. Сейчас идет работа по учету, выявлению точек, где эти майнинги установлены. Значит, скрыть что-либо не получится. Я никому не рекомендую думать, что кто-то что-то скроет. Но при этом готовится постановление правительства. Там будут обозначены механизмы, наиболее оптимальные механизмы, для того, чтобы этот процесс регулировать. Мы его запрещать не будем, государство будет его регулировать должным образом. Это тоже первый этап в решении проблем электроэнергетики. Это одна из проблем майнинга. Но у нас другие проблемы, связанные и с генерацией, и с состоянием наших сетей. Дорогие мои друзья, пусть никто не думает, что привести в состояние электроэнергетическую систему очень легко и просто. В государстве таких денег нет. Наших спеоплан хард хазхылапшу и шапкулап шеежи бижна миллионы фуши ханежи жаха ныск матрыла. А мыздия план шапкулап шини жаха миллионы фуши ханежи бижна ныск матрыла. Я языкны, а мздурла бюджет ялана галып шини жаха миллионы бижи ханежи жаха ныск матапара. Процент яхкозар и нагдзопш процент кылат. Я хаса за юнист изерки шупсе сантатри и жадашик абриам сто вала чажоза биж миллион кыла сантеха имажно езго башахта. Я хаза очень шира район ашах поезгара кручанашку тагло шине жифба айруст хачкой хоши ежиживш хатала бехачку ши ине жифба айруст хашкурахинби ехала за псы то бухгалтер баланско азто шине жифба робехам убортрыкын би ине жик хачер баланско ну и цкё ашах поезгик схлавшо ашах баранби инакзо акузафриков уе на благо хашалку шах налог на прибыль хахсы что а мзыт я плана бля шах шакургула не випшли миллион рула не випшли миллион фиш як ныск матрыла а бюджет я на галы юни 2 миллиона хош ныск ма а бля шах на гзопши виже за процентрула а брез бастер стахупа прилизая айс харазбзоро абсыд згва усады зуло продукт салхны истива ханаплакпа убыртыргынби а бюджет чимчира бюджет я на галы юни жаха миллионы хоши жаха нызыкма да шакалы ахозр процент каноп хамхо процент кыргын юни 20% абартир бзоро нагдзан кын хойда гюрташах па ярба кунут а хашалат шах по доходу налог что яхинак зобщини жаха процентрило а шах чида инак зобхане жих по процентрило из заказги нас загеца хдырва ус парок амзыз парок
Амазарат шах налог на имущество и нагзоб чиневившего процентрила. Ау псахцат шах НДС что я хинагзо юневившего процентрила оп. Адгила шах и нагзоб юневизеж процентрила. Абрез бастер стаху пайца харпашхамо харт хусура анги. Аха абрай то хавашвар сашилав шо джук юджик евалзу коз год. Зодиахайт схрар Кунткара хапкип дыргылаз азара на хакзап хабана гарсму аравала тонсфа хвалги дара зирашоп яра надзот и жужаха миллионер анзе уяха яцы игалаз валза муанзе яйва валу убри жаха миллионер анзе агира адгила шахтов. Во исполнение поставленных перед правоохранительными органами задач в ВД по Ачимчирскому району проведена определенная работа. А именно, за 8 месяцев текущего года по Ачимчирскому району зарегистрировано 26 преступлений. Из общего числа зарегистрированных преступлений раскрыто 15. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 43 преступления. Раскрыто 38. Таким образом, по сравнению с 2019 годом, количество совершенных преступлений снижено на 17 единиц. Это стало возможным в результате проведенных профилактических мероприятий, направленных на опережение и предотвращение совершения преступлений. За отчетный период зарегистрировано 10 преступлений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Из них убийство 2 единицы, раскрыто, занимается районная прокуратура. Причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное, 1 единица, раскрыто. Кража личного имущества, 4 единицы, раскрыта 1 единица. Незаконный посев и культивирование запрещенных растений, наркосодержащих, 3 единицы, раскрыто. Из общего числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений раскрыто 7 единиц, что в процентном соотношении составляет 70%. За тот же период 2019 года зарегистрировано 18 тяжких преступлений, раскрыто 14. Работа службы милиции общественной безопасности за 8 месяцев 2020 года. Участковыми уполномоченными исполнено 270 материалов, связанных с паспортизацией населения. Также исполнено 123 отдельных поручения, проведено 50 спецпроверок, обеспечено поддержание и правопорядка по 22 мероприятиям, связанных с культурными, спортивными и политическими мероприятиями. Направлены группы по обеспечению охраны СИЗО-14 сотрудниками участковых уполномоченных служб. Составлено 50 административных протоколов. Проверено по месту жительства составлением актов 18 о наличии сейфов, связанных с приобретением огнестрельного оружия. Службой лицензионно-разрешительной системы поставлено на учет 8 единиц огнестрельного оружия. Проведено перерегистрация 102 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, 13 единиц нарезного оружия. Составлено 9 административных протоколов за нарушение правил хранения. На учете состоят 1032 охотника в Ачимчирском районе, за которыми числится 1044 единицы оружия. На учете по инспекции по делам несовершеннолетних состоят 4 несовершеннолетних и 5 неблагополучных семей. Проводятся профилактические беседы в школах с сотрудниками ПДН. За 8 месяцев было проведено 76 бесед и 169 рейдовых мероприятий, также направленных на предотвращение детской преступности и безнадзорности. За 8 месяцев 2020 года службой ГАИ УВД по Ачимчирскому району зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий. Число погибших составило 3 человека. 16 лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Число погибших составило 5 человек. 17 лиц получили телесные повреждения.
Также сотрудниками ОГИ составлено 2876 протоколов об административных правонарушениях, из которых за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 124, правил тонировки стекол 136, за нарушение правил скоростного режима 593, вождение без водительского удостоверения 275, отсутствие регистрационного знака 111 и прочие нарушения 1637. Сумма штрафов составила 1 257 750 рублей. В суд Ачимчирского района направлено 2 дела об административном правонарушении сотрудниками ГАИ. В отношении 42 лиц вынесено постановление о лишении водительских прав. На рассмотрение 15. За указанный период, за 8 месяцев 2020 года в городе Ачимчира и по Ачимчирскому району проведено 44 рейдовых мероприятия, в которых выявлено 932 административных правонарушения. Из них 22 нарушения в нетрезвом состоянии, без водительского удостоверения 78, тонирование стекол 39, без регистрационных знаков 33, превышение скоростного режима 47. Касаемо работы паспортного отдела УВД по Ачимчирскому району. За отчетный период паспортизировано 534 граждан, выдано справок формы номер 923, временно зарегистрировано 267 граждан, из которых 163 гражданина, прибывших на отдых, 45 на работу и 39 родственников. В период летнего курортного сезона особое внимание уделяется туристическим объектам, расположенных в пределах Ачимчирского района. В этих целях на объектах выставлены круглосуточные пешие патрули, главной задачей которых является патрулирование и охрана общественного порядка. Хочу представить вам информацию по эпидобстановке в нашем районе. С середины июля обследовано 595 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, с ПЦР подтвержденным 38 человек. В Будаутском госпитале проходили лечение 6 человек, 3 из которых были выписаны с выздоровлением, 3 в настоящее время находятся на лечении. Посмертно был поставлен диагноз, это было позднее обращение в лечебное учреждение, умер при транспортировке 1. Выздоровели и сняты с наблюдения с подтвержденным ПЦР отрицательным результатом 21 пациентов. Остаются под наблюдением и лечением 16 человек. 80 образцов биоматериала ожидают постановки. Первых пациентов мы получили после закрытия кардиологического отделения городской больницы. Жители села Аракич, супруги почтенного возраста, после инфаркта с подтвержденным ковид-ассоциированной пневмонией, отказавшись лечиться в Будаутском госпитале, наблюдали с нами на дому по месту жительства, выздоровели. В селе Тхина семья, 2 молодых людей завершили лечение, снято с наблюдения, были обследованы соседи, контактные, ПЦР отрицательные. В селе Кутол было 3 очага инфицирования в количестве 5 человек, все получили адекватное лечение, выздоровели, контактные были обследованы, ПЦР отрицательный. Одновременно 17-20 августа обратилось 3 пациентов с ковид из села Лабра. 23 августа в село была вызвана бригада скорой помощи к пациенту, который болел 2 недели, занимались самолечением. Когда состояние ухудшилось, обратились за помощью. Во время прибытия бригады скорой помощи больной был обследован на месте, взят биоматериал, в том числе и у членов семьи. Состояние больного оценивалось как тяжелое, с предварительным диагнозом острая пульсигментарная двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Больному была оказана помощь на месте и был решен вопрос о госпитализации пациента в Будаутский госпиталь. К сожалению, пациент по дороге умер. Транспортировали с подачей кислорода в машине. На следующий день пришел результат положительный ПЦР на покойного и на членов семьи. Поэтому 25 августа было принято решение о введении карантина в селе Лабра, за время которого было проведено 298 обследований жителей села, из которых заболевшими коронавирусной инфекцией были 16, из которых 2 дети. Каждый из заболевших был осмотрен на дому дважды,
Сделано назначение для каждого, предоставлено каждой семье заболевшей, предоставлены были все необходимые препараты, средства индивидуальной защиты. Один из пациентов заслуживал внимания, была диагностирована двусторонняя пневмония, и пациент был госпитализирован в Гудаутский госпиталь. В настоящее время готовится к выписке с выздоровлением. 2 недели с 10 до 14:00 на фельдшерско-акушерском пункте села Лавра дежурила медицинская служба Ачимчирской больницы в составе 4 медработников, которые занимались забором биоматериала, наблюдали за больными, проводили медицинские манипуляции на дому, консультировали соматических пациентов. По истечению 14 дней при повторном тестировании все пациенты дали ПЦР отрицательный результат, выздоровели и сняты с учета. По поводу обстановки города. Значит, на сегодняшний день подтвержденных коронавирусом ПЦР подтвержденные 12 пациентов. Выздоровели 4. 8 находятся на амбулаторном лечении, среди которых 4 медицинских работника, 2 из которых проходят лечение в условиях стационара больницы. Все контактировавшие проходят обследование. Около 60 образцов биоматериала ожидают постановки. В работе с борьбой о недопущении распространения коронавирусной инфекции задействован весь коллектив больницы. Создан кабинет для проведения консультаций пациентов с подозрительной симптоматикой, и там же ведется прием пациентов на забор биоматериала. Намечено развертывание отделения на 20 коек для больных, подозрительных на коронавирусную инфекцию. Это, значит, у нас уже на месте стационарно. Соблюдаются санитарные нормы. При посещении помещений больницы идет обработка рук средствами, термометрия, предоставляются медицинские маски каждому посетителю. В поликлинической работе активно принимают участие клиническая лаборатория, кабинет УЗИ, ЭКГ. Вместе с тем хочу отметить, что рентген-установка вышла из строя с 2018 года, что осложняет диагностику в нынешней эпидобстановке. А пока мы вынуждены возить наших пациентов в Сухумскую городскую больницу для подтверждения или для проведения рентгенологического обследования. Неоднократно обращались в разные уровни руководства, пока вопрос открытый. Созданы 3 постоянно действующие бригады, которые работают круглосуточно. Это бригады по нашему району. Наша больница наряду с другими принимает участие в работе Гутаутского госпиталя. 2 наших медработников побывали в недельной командировке, и завтра готовится бригада в составе 4 медработников для оказания помощи Гудаутскому госпиталю. Без средства, термометры, что в школах можно платить? رایون جهان مشکل که جف برخین بی هر ماچ که تقل زاشه خیلی چه مزارش کرد حالا بری اکلا که جهان مشکل که عیبت و شکلی آبشبت و شکلی رو وی نسرا لرا حکیم خدای نکول زیل حجیشید وی شو تقل زاشه بسو بسکی واقع آو مقالات حنجت حقیقت حکم خیر نسر چه مزارش که ماچ که خطاز یا حب أبشر بأشكال جا واقع رزقيك لدر بالي توي وي ندقب وي دخس وي در وي يزكو يتوزدر وجوب أخوشكوا وي لرا كلاس خلمز أخوشكوا نقا يشتوب در كلاس وبس أبشر در كلاس أنيا أبورت حزشتو أجيبت بأشكال حريزشتو را هاي بارق واقع يبصي قلت وبرق أجيبت بكلاسي أبشر بكلاسي أخوشكوا برای دکتر گرد دقیق یه واسق دی خیلی حیثیت است چون حیثیت نیایو دی اینفرماسیون حدروید آبش به کلاسی آبی به شکل آن آبی به کلاسی ورود خوشبگی تالا آبی خوب در ریز ایشگی ما بس رو بیشتر گلاز عشق آگی در بری شتفخ شرط خارق که سانگرگی پاش زاوا سرس و زشید نو حبشوب يعرني قب وانزي حمز يحرت خز وبري حسر خرا عن حمك وزرحت ناس درجير خيا خد انير بشاوت انير بشاوت زيجي ياربن شكولو يخيقو ياربن شكولو يخيقو مشوبو يحزوي شعشوغوي وبري كتاب يليز اشتادا سنبل اشتادا جرجي شمزا وصوما министр образования, министр здравоохранения.
завтра в течение суток объедете все школы, лично сами убедитесь, что там есть и что должно быть. И из этого будем исходить. Договорились, товарищи министры? Обстановку докладывайте мне. Есть представитель СГБ здесь, в зале? Есть. В субботу поедешь, перепроверишь ту информацию, которую они представили. Если она не будет соответствовать действительности, в понедельник будем делать оргвыводы. Абсолютно формами, звездез Ян Дагетха, уиза тагла заша амларо, а я шайбах фаларо. Я хабуси, але это тагла заша и ряхава проблема, я хама коза проблема кура миштах, обречима за рецурсус. Сара аз с вами скучный сыканы, дарбен заалак гисяс хандас хасыка замаха. عياش يبحر عياش أحضر وزارات يحاول شو على حسخراوي يحاول مشو шхал мшо наган и фяхо. Это первое. Значит, нигде государственные служащие не должны себе позволять дезинформировать руководство страны. Вещи называйте своими именами. ставка зыхьӡу жәохә сааҭ аиҳабыра классқәа ыҟоуп, аиҵбыратә жәаа сааҭ ыҟоуп. Абри иаҵанаку жәохә сааҭ рыда ауаҩы имамзар, сара должность азыҳәангьы исоуеит, уи сара исоуа акәӡам. Абраҟа ставка жәаф аҟны инеир аума, жәаф иоуроуп рҳәоит зегьы. Иабаҟоу уи жәаф аҟаӡам, жәеизароуп иҟоу, иаҳа уажәеиза еиҭа нас уи ахырхәа атәа ҳҳәарым, ибзиоуп. Аха, ани сараҵәҟьа исоуа акәӡам араҟа интерес иҟоу. Зегьы еиԥшны иҳауа жәаф ҟалароуп ҳанирҳәо, абри анхаҩ ибызшәала иаҳзеиҭашәҳәо иҳзеилкаауам. Средняя заработная плата. Я нагу убрио, феюка усурвет, есть фонд заработной платы, и нушала, убра, я лучше жафнискма. Духов жазава, духов жипшзава, духов юевезава, духов жавезава. Обряпара я его гешен пяз хакшцар, выгетак шахту. Такой подход, потому что нагрузка учитывается, количество часов, опыт работы, стаж работы. Здесь хочу ясность внести. Дело в том, что повышение заработной платы, и не только работникам системы образования, здравоохранения и других категорий системы культуры, науки, физической культуры и спорта произошло в текущем году, а именно в июне месяце, и распространилось на период с января по июнь месяц, ну и, разумеется, последующий период. Дело в том, что условиями этого повышения, одним из условий, являлась предварительная и конечная цель. Под предварительной понимается установление процента и конечная средний размер. Так вот, по Ачимчирскому району в системе образования этот средний размер достигнут. И поэтому он составлял, ну, по мнению, 9%. На процент не повышается заработная плата. Повышается до достижения определенного уровня заработной платы. Есть районы и даже школы и медицинские учреждения, где вовсе не повышалось ничего, потому что это было достигнуто. Это все связано с принятием решения об учебной нагрузке, с количеством часов, со стимулирующими выплатами, в том числе такими, как за классное руководство, за проверку тетрадей. Итого весь набор вот этих вот выплат, если он достигает по системе образования 16 900 рублей, то это предельный размер, до которого надо дойти. И если в районе это составило 9%, то это ничего здесь нет противозаконного. В другом районе это может быть до 20%, но тоже не более 16 тысяч. Средняя заработная плата в среднеобразовательных школах в среднем должна составлять 16 947 рублей. Это не говорит, что каждый педагог должен получить 16 тысяч. Да, это же все зависит от нагрузки, от учебной, конечно. Кто-то получит и 25, и 35 есть у нас и такие, но кто-то получает и 10, и 8, и 4 тысячи. Сколько он должен получить за ставку? 15 у старших, 18 у младших классов. Здесь расчет не из ставки идет. Ставка, она не индексируется. Индексируется конечная заработная плата. Повышение к ней идет.
Ставку, если начать индексировать, произойдет условие тогда, мы достигнем 16 тысяч рублей и на нем остановимся и не сможем больше индексировать. Доплата ставится в этом смысле. Если какой-то конкретный пример на какой-то конкретной школе, ну или там другом учреждении, можно его тоже спокойно разобрать. Согласно отчету за первое полугодие по системе образования ежемесячно мы предоставляем отчет о кассовом исполнении по заработной плате. Согласно отчету по заработной плате кассовый расход за первое полугодие составил по системе образования 35 миллионов 627 тысяч рублей. На количество работающих педагогов, физических лиц, это 420 человек. Если вывести среднюю заработную плату, то есть 35 миллионов 627 тысяч рублей, разделить на 5 месяцев и разделить на количество работающих в системе образования педагогов, заработная плата составит порядка 16 920 рублей. То есть средний уровень заработной платы достиг. Зараз исму габ хкутагна. Йилгу. Ала шара цашме пизго. Ашаqa корзон хуjuk хман шалам. Аш гилю. Абри хадзгларка. Я зарва хфшазара шопаха. Абизтакна хайюзо полиния авапсира швакун затагла за ашаqa пара хошхета хара хусн. Абри псуак аман цхрарака. Я зар аъра дудза акуте икун хоза грихтала аъра дудза шисту. Ахора иqavshtzaz سراوجو يسحر استخدام أبريج أمشزه حنين في الزارة حزبوتها خان حالة صعبون وش رشكته مسارة زعو ناقز من проблема نزاعه وبريزة تقول زعشة أكتك ويخيق ورثوب أبري وس دون يتزبطوب أوين خلو تاريخت أجكري عيرخت أتسطرس عيرخت ماتك يزبيتي جبا يزكي عايم خور ماتك حيزمتير إجابة خويمور تزنخو إنرجيتيك زنخزوم أخو حريح زاد سمتد يا تحصر حيلزك عود ما تشخيت يقو أخوش أخو أبرح زيزم جد يأحصوت يزحقر طعم تتخوب يحرقلو تشوتشكوا يزمفاز يتو تشحخوا ينفيا كابيك زمفاز. По поводу перспектив комплексного плана, вот согласно социально-экономическому развитию страны, будет ли он и включен ли наш район и город в этот комплексный план, и какие проекты мы можем ожидать в 2021 году. Еще хотелось бы добавить, что немаловажный проект для нас, для ачамчирцев, представляет, я думаю, что для всех жителей страны, особенно Восточной Абхазии, освещение нашей республиканской трассы, в частности от Кадора и, соответственно, вот до нашего района. По предусмотренным мероприятиям в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на ближайшие 3 года действительно предусмотрено небольшое количество, но тем не менее ряд мероприятий по Ачамчирскому району. В том числе ремонт автодороги в селе Мук, ремонт автодороги в селе Маркула, небольшое количество ремонта автодорог в городе Ачимчира и освещение республиканской трассы, соответственно, на участке Сухум-Ачимчира. Это мероприятие 2021 года. Также планируется строительство водозабора в селе Мук. Это тот комплекс мероприятий, который уже предусмотрен программой. Если, соответственно, правительство республики сможет увеличить финансирование, мы обязательно будем учитывать те предложения, которые были сегодня озвучены, и те, которые были ранее поступали в адрес президента и премьер-министра. وابصرق وبري ناس زدبسو خوقمها ينالقاني حوزر زد نخاشرم متصشرم از رجد يرمم منخ يرمم تاعشركوا يزمام قوب اتجكو تبوت بصخو كمان يقالوزر بري بور ماشينكو هانس يرتولن يزجوا وبري نير بجاردا قوا رصخر بقالوزر بيزاحو رحموب يتوب يدوزن ميوح الصحات وحياي وزرق خب ينحتت أقوس خنحنوس النيلك يزكناجو أمازورا يخجلو أنا بنصارستو دبريجانا خلا أتخرار أرصار ينام شو ينساتو سزوحو مجالا أخا проблема أنحتت أتززحن ثقلا زعش داري بابسو أبريتزي حنالا قالك
الدنيا خنزن زاد وزجراح الزحري حموب عن شيء حيتد يحمود زب زيوب أي القرآن يحزنامجي أو أقص مسخيت سيت يعيد أبري أقول شيء تنا يعيد ويبشرب جوب حرد زي مني حزنامجي يعلمتي دوبري проблема изнапы كده زوبري проблема حرحاق زمي أزوز أبرا تقول прокурор хода Абриаус, уголовное дело номер 618/513, водопроводной сети в селе Члоу. Вы по-новому возобновили, я так понимаю. Когда привлечем ответственных к ответственности, виновных, причастных к этому безобразию? Янбаалу Бриамш. Дело было приостановлено, потому что была жалоба защиты. Они в суд обращались с жалобой. И жалоба прошла все инстанции, и где-то на протяжении 5-6 месяцев дело было приостановлено. Сейчас, когда мы получили судебное решение, мы дело забрали в следственное управление, оно продолжается. На стадии завершения. На стадии завершения есть люди, которые будут привлечены, или фантомы. А раньше Усксаховшин, Дячков, Хазанук, такого человека в природе нет. Филиппов 3 миллиарда на него, значит, перечисляли в банк, его нет в природе. Это выдуманные истории. По настоящему уголовному делу привлечено 4 человека. В настоящее время дело к уголовной ответственности по статье. Какие меры взыскания или наказания были? Нет, мы возбудили уголовное дело по 157 статье, которая предусматривает хищение путем присвоения. После возбуждения дела сторона защиты, естественно, у каждого лица есть защитник, они обратились в суд, обжаловали постановление о возбуждении. Эта жалоба рассматривалась на протяжении нескольких месяцев. И потом уже Президиум Верховного Суда принял окончательное решение, нам прислали постановление, мы возобновили дело. После этого дело было изъято из прокуратуры Ачимчирского района, находится в следственном управлении. В рамках предварительного расследования у них сегодня статус обвиняемых лиц. Они привлечены к уголовной ответственности. Дело будет завершено, подписано обвинительное заключение и направлено в суд. Когда, в какие сроки? Ну, я сейчас затрудняюсь сказать, я думаю, что в течение месяца-полтора. Абри адзе проблема хацбар сазихон, аргылы Цфарида, а министр Цфарида, Аджибай Баров, генеральный прокурор. Как я понимаю, увеличение заработной платы – это договор между Россией и Абхазией до 2022 года, да? Если гарантия, что Российская Федерация после 2022 года будет его поддерживать, или оно останется с нами, кто эту разницу в этом случае будет выносить эти деньги? То, что мы сегодня добавляем. В 2022 году, если Российская Федерация нам откажет дальше выплачивать эти деньги, а кто будет дополнять эту сумму, выдержит и наш бюджет. Гарантом того, что эти заработные платы будут выплачиваться и после 2022 года, является вот этот договор. Только договор этот надо выполнять. Договор, который подписан 24 ноября 2014 года в городе Сочи. Здесь стоит подпись, поставленная Владимиром Путиным и Раулем Хаджиба. И здесь все прописано. Но договор – это документ, который реализуется в двустороннем порядке. Мы можем это обсудить потом, отдельно. Тут есть положения договора, которые не выполнены. И значительная часть провальных положений – это ответственность абхазской стороны. На сегодняшний день по заработной плате основным категориям бюджетников в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта здесь прописано, что россияне доплату нам осуществляют. И они ее осуществляют. С 2015 года по 2019 год размер доплаты составил для всех категорий. Сюда не входят управленцы, люди в погонах, а вот эти категории, которые я назвал, 1 миллиард 440 миллионов рублей. Из них россияне выплатили 1 миллиард 40, а мы 400. И итого получается, что наша часть составила 27,8%, а их часть составила более 72. Но в договоре написано, если стороны будут реализовывать то, что здесь написано, оно автоматически продлевается. И обязательства российской стороны тоже будут продолжены. Но тут очень много проблем других из этого договора проистекает.
Мы в этот договор, к этому договору хотим относиться в той части, которая нам выгодна. А тут прописано создание информационно-координационного центра. И все уперлось в то, что это создание 20 рабочих мест, строительство центра. Все эти вопросы Российская Федерация берет на себя. Но мы это соглашение по сей день не ратифицировали, потому что россияне прописали следующее. Мы вам центр построим, мы оплачиваем, мы его содержим. Если когда-либо случится так, что центр будет расформирован, то имущество центра и центр будет принадлежать абхазской стороне. В случае, если абхазская сторона восполнит материальные затраты, связанные со строительством этого центра. Если абхазская сторона не восполнит, для того, чтобы за абхазской стороной имущество сохранить, россияне снимут эту сумму с той помощи, которую они оказывают Абхазии. В рамках этого договора софинансирование по повышению заработной платы отдельным категориям идет? Идет. Товарищ министр здравоохранения, а ну доложите нам по вашей линии, какая помощь оказывается. В рамках указанного договора было подписано 2 межгосударственных соглашения в сфере здравоохранения. Первое соглашение – это о льготном обеспечении отдельных категорий граждан, то есть инвалидов по заболеванию. И второй договор, соглашение по обязательному медицинскому страхованию. Суммы назовите, которые были зарезервированы Российской Федерации для граждан Абхазии. Сумма озвучите. Вот по лекарственному соглашению, которое было подписано в 2017 году, ежегодно 50 миллионов рублей – это на медикаменты вот для инвалидов. Для инвалидов. А для тех, кто получает российскую страховку, какая сумма? Ну, у нас договор, вернее, соглашение об обязательном медицинском страховании после ее ратификации фактически работает в течение 2 лет. И за этот период специализированную медицинскую помощь получили около 10 тысяч наших граждан, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь на сумму более 100 миллионов рублей. Общая школа нам шинахапа они обри хышку сацвает азганка и бгана но царечу وبس شاجر حمن خش بسراب خجيه سرا نيق ايتات اري زيلم شازي فنكرا على شارك ويام وجامم كما تشاج كزدرو دخا يخوش وبس يقوب تغلزا شيجي بيقا خوچپا ابشوت شكول انا بورت خاشت وبريقو وبرت ارغرخبي اغانا خيرت اني حمو ويقو يوب اجيغانا شارتر غويتغلو وبريقنت وبس شاجر انا بري خوچباحچا حلقنا يچقانا وبرخ حزيسر ابرت خوچپا امتال وبرخ نحغوتها از تار يبنو زبروي اخوچپا يخربسقني شيجي بيك را شكول كورخ يدوك حصوت مزاجر شي محربو دخ وي وس حزقه زمزبان زر خوچپا خوچپا جروب اجي ارز سيجي يجي بيك خيغو ورت تراز يجي نس تاعشرمو ولا فخرمو بتري خرنا زما اخبر اخش يوز وبرقنت خشك بصراحة سيبر خراحة شوبر بجاسك جيا فيز المينستر أنيقا أشكال أنا بخجارة نوع خلوج رانزك برز أرز براحة شو شريف تخيق وشكويش قرفت خوما خوش بحشي تتصوخ أي فرخرز أبارا دود أتخو الكونسترукция وجيب سزم عمل خوش كوي خي خطو يخنقو ووسشرتو يجازم ويكاد وزنا حشتو أرا يشزبرو دشزنك يسحوت شريف تخو واخوش كان فيجو أرا خيشبو يخطيلا أبري أجيغانا خوشكو منيو يحزق صار وا ما كان وسيق زرقلوت